точно так же, как христианское население маронитское в Ливане были не чужие, а были коренным народом. Точно так же, как армяне на просторах северо-востока Малой Азии и Южного Кавказа были коренным этносом в той или иной степени. Массы его переезжали откуда-то с места на место. Просто не существовало, кроме уже мифологических построений на прошлое. Кто-то говорил, Ирак армянское государство, кто-то грузинское, вообще, скорее всего, ни то, ни другое. Но не было еще этих понятий. Так, но да, армяне, хайский народ, как все называют, значит, гай, да, иканский народ, они были коренным населением этих мест, этого региона, конечно. И вот начинают на основе вот такого населения путем переселений строить там армянский проект. Самый долгий, самый упоротый, ему на сегодня уже 200 лет, и его венец моноэтническая Армения. Проблема такого проекта, что значит, вот он не может остановиться. Ну, остановить. И марониты просто коренное население, которое наоборот все время редело. Редело не потому, что кто-то на них наступил, потому что делать? Ничто не сравнится с мусульманским. Многочадием и чудолюбием. Не ввиду какой-то дикости. Это именно душевные, духовные свойства чадолюбия и многочадия, которые, очевидно, дает людям традиционный ислам. То есть не по 12 детей, потому что они умеют пользоваться противозачаточными средствами. Всем пользуются. И где-то не по 12. Ну вот в среднем в Чечне 3 детей, глянь ты. А не в Чечне вот нету этого вымирания. Это именно свойство многочадия и чадолюбия. Что делать? А христианское население, демография вниз и эмиграция на всю катушку. А мусульмане, как правило, тоже где живут, если там можно жить, они не стремятся ехать искать счастье в другие страны. Как правило. Поэтому, когда понадобился 1 миллион рабочих рук, депопулирующих Германии, то были предприняты соответствующие геополитические шаги великим братом за океаном, чтобы выгнать и доставить этот 1 миллион рабочих рук под все отвлекающие шумы. Они сидят на пособии. Да кто сидит на пособии? Заполнили промышленность немецкую на черных работах. Теми людьми, которых там не хватало. Кто видал таких беженцев, бегущих от войны, которые состоят на 90% из мужчин работоспособного возраста? Это не беженцы, это люди, которых преднамеренно выгнали и доставили. Ну, это трафик, криминальная транспортировка людей. Вообще мусульмане не свойственно покидать место, где они живут. Итак, корни изменила демографическая ситуация в Ливане. То есть, как бы мы видим, там, значит, расползание проекта в ином плане. Не в плане присоединения земель, а в плане того, что давно пора схлопнуть бредовую идею христианского Ливана. И все, пусть себе живут марониты спокойно. А выбор один человек, один голос, и все. Какие там разнарядки. Вот. И, значит, наступает сионистский проект, политический сионизм. Душа его – это ассимилированные уже пару поколений евреи Западной Европы, включая Вену, Австрию. И, значит, первое поколение откинувших путы иудаизма евреев Российской империи, хотя они совсем не большинство среди иудейского населения, но они очень активны и мощны. Ну, скажем, по данным переписи 1897 года 5 миллионов 300 тысяч евреев на землях Российской империи. Из них 5% не показывают еврейский язык своим родным. Это сколько? Это больше четверти миллиона человек, их родной язык уже русский. А у кого-то, может, и по факту русский, а он указал еврейский, ну, из национальной гордости. А у кого-то совсем не родной, но он блестяще на этом языке говорит, уже все возможное образование на нем. То есть это была большая масса. И вот им предлагается жупел этнического национализма. Лакированная сионистская история, как лакированные советские идеологемы и мифологемы. Да? Кулаки были против советской власти, потому что они, так сказать, были гады. Кулаки. Не возбухали коммунисты. Да нет, это были бандиты, это были ОПГ. Кулацкие, сказать, системы населения, это была сельская ОПГ, как блестяще анализирует Елена Прудникова, и как из лекций соответствующей цифровой истории мы можем видеть. И это была война за право
драть людей глотку и обирать их, да? И при всей отрицательности облика кулака в советской историографии мы не понимаем сущностное противостояние массы населения против ОПГ. Вот что такое было раскулачивание. Естественно, лес рубят, щепки летят и т.д., но иначе быть не может. Но чтобы освободить хлеб и освободить село от сельских ОПГ, было необходимо раскулачивание. А не потому, что что-то такое сказано в марксизме. Это вообще ничего такое не сказано. Это все было против марксизма. Сталин пошел против троцкистов. И тогда он сказал, пойдешь налево, пойдешь направо и наоборот. Левые троцкисты сказали, надо ликвидировать крестьянство как класс, хотя оно не ликвидируется. Правые троцкисты сказали, что надо ждать, пока капитализм ликвидирует крестьянство как класс, как передалось в западноевропейских странах. А Сталин сказал, надо построить вот это государство, чтобы не пришли большие дяди с Запада, и чтобы не превратили всех в рабов, что уже было на МАДИ, на Парижской экономической конференции 1915 или 16 года, и где царское правительство увидело как запятая, и не подписались. Тогда сказали, надо царя убирать. И убрали царя. А большевики приписали себе. И вот вся низкая историография, она приписывает себе все, что можно. Так они себе приписали коренное иудейское население Святой Земли. И те, кто приезжали туда, чтобы жить на Святой Земле, потому что они были иудеями. И назвали этот приезд духовным и религиозным словом алия, то есть подъем, возвышение. Ну, Герцера мы не заподозрим знание древнееврейского языка. Он издевался над идеей, ну, он, значит, возбухал на идею создать Юденштат, еврейское государство политическое. Не хочет Папа Римский принимать фиктивные католики, будем этническими евреями. Но вы не думайте, что мы там заведем какие-то вот как у этих самых Остюден 50-х в Восточной Европе, вонючих. Нет. Раввинов мы запрем в синагогах. Раввинов запрем в их синагогах. Не надо думать, что в этом Юденштат будет какой-то древнееврейский язык, да? Гебраиш. Никакого гебраиша там не будет. Кто из нас знает достаточно гебраиша, чтобы купить железнодорожный билет? Ну, это верх техники тогда, да. Вот Германия в Турецкой империи построила железную дорогу в Иерусалим, да. Железная дорога. Этот язык не годится, да, чтобы билет купить железнодорожный. То есть, ну, а те, кто считали оседлости, те, кто еще ходил в детстве в хейдер или родители, они уважали древнееврейский язык, они знали, что это необычайное богатство, культурное, вообще колоссальное, которым Герцель там и все это, значит, там, кодло ассимилированное уже в нескольких поколениях не имели понятия. И они как раз сказали, мы сделаем вот этим языком этого государства, мы сделаем, вот мы сейчас придумаем неоиврит. И тоже приписано, значит, история Лакева. Возродили иврит. Возродили иврит, то есть как? Это как? Из моря кого-нибудь возродить слово, а мертвый язык, как его возродить вообще? Никогда не умирал древнееврейский язык. Я поэтому всегда по-русски предпочитаю говорить о древнееврейском языке, чтобы понимать эту связь, а не вот это словечко иврит. Почему я так подробно останавливаюсь на этих моментах, Александр Степанович? Как выглядела иудейская жизнь на Святой Земле в XIX веке? С языком, с этими моментами. Потому что русскоязычный мир, вот этот наш, он вообще не знает другой истории иудейского народа, кроме той, которую подали сионисты. А до этого официальная советская пропаганда, ну она не была, как бы, так сказать, там, сионистскими лакировками, но она содержала мифологемы и идеологемы. Хотя, естественно, много информации можно было подчеркнуть, но не подчеркнули. Вот, значит, никакой иврит не возрождали. В этих поселениях религиозных евреев на Святой Земле начал входить в разговорный обиход более разговорный. Это древнееврейский язык. Он испокон века был языком общения между различными общинами. В частности, колоссальный пласт древнееврейский арамейский, то есть, значит, семитский пласт в языке идиш, он проистекает из того, что здесь, на этих наших землях, вот этих, ну, исторические земли, скажем, Великого княжества Литовского, с моря до моря, здесь встречались потоки еврейского переселения из 3 направлений, которые говорили на разных языках. Из 3 направлений.
на землях исторического ВКЛ, те, кто пришли с юга, приходили с юга через Кавказ, вавилонская диаспора. И именно это произношение отражено в произношении гласных в идиш и в чтении древнееврейского. На протяжении столетий. Мифологемой является, конечно, вот это знакомое вам, Александр Степанович, тут вы засветились, что евреи пришли в Германию в 16 веке. Они раньше были. Их же 15... На Киевской Руси мы видим куча в Киеве, все, жиды, да. Екатерина еще не сказала, что надо евреями называть. Им же Витовт дал тогда право. Витовт давал людям, которые живут на месте. Да. Были разные права. Была большая такая напряженка была между евреями и христианами. Надо было подтверждать присутствие. Это у католиков. Православным не надо было подтверждать законность присутствия, на Киевской Руси евреи пребывали. Древнерусские летописцы, они не подражались в иудейские летописцы. Они поминают иудейское население только там, где речь идет о каких-то беспорядках. Мы понимаем, что те, кто живут при беспорядках, они живут при порядках. И они там, где нету беспорядков, они живут, и о них вообще ничего не сказано в летописях. Маленькая деталь. Находят в раскопках и на белорусских землях, соответствующих пластов 12-11 века, находят, значит, вот такой артефакт, кружка с двумя ручками. Это классический иудейский предмет, значит, религиозного быта. Для омовения рук. Одной рукой держит, другой рукой держит. Археологи белорусские с этим знакомы моментом, чей это предмет. Но говорят, как бы, официальной концепции прихода евреев с 16 века или там евреев Литовта, 15 века, да, значит, это официальная концепция. Принадлежность на кружке не написана, поэтому мы считаем, что вот это просто кружка с двумя ручками, она не указывает на присутствие евреев. И т.д. Но достаточно древнерусских летописей, понимаете? А куда делись евреи, которые жили на Киевской Руси в таких количествах, будь здоров? Или убийство Андрея Боголюбского, Владимир это вообще, это центральная Россия. Надеюсь, никто не обвинит меня в белорусском экспансионизме, да. Писала, жиды плачут о его убийстве, как при разрушении Иерусалима. То есть там иудейское население живет, но очень уж далеко на северо-восток. И там оно, очевидно, так и не обосновалось. А на этих землях исторического Великого княжества Литовского жили себе дальше спокойно. Все понимают, что если город, как основание города, Минск основан в каком-то там году, ну, говорите, мы понимаем, что если есть упоминание в летописи о Минске, то там люди, составляющие город Минск, жили до этого. То же самое, если где-то упоминаются иудеи, ясно, само собой, что они жили там до этого. Если им подтверждаются какие-то права, даются привилегии, понятно, что они даются имеющемуся населению. Вот. И население приезжало одно к другому, приезжали к уже имеющимся единоверцам. И вот тот самый момент, где когда-то обосновался какой-то иудей, можно иной раз проследить, но очень редко. И главное, мы понимаем, что если он обосновался здесь, значит, в пределах перехода нескольких дней пехотою уже имеются иудеи. Ну, максимум неделю. Потому что субботы иудею надо где-то... А на конях ездят не все, автомобили есть не у всех, даже в наше время. Вот. Одним словом, историю лакируют, подгоняют под всякие вот такие вот дела. А русскоязычному миру не сионистская история иудейского народа, особенно в 19 веке, неизвестно вообще. Языком общения между общинами был этот самый язык. Более того, университет Падуи, древнейший в Европе, его официальную историю где-то там ведут с 7 века, не знаю, с 6, неважно. Короче, если вести с такого века и аж до конца 16 века, медицина преподавалась на языке, которым само название, да, это иврит, а по-русски скажем древнееврейский язык, потому что он не имеет никакого отношения ни к Герцелю, ни к Перельману, ни к Жаботинскому, ни к Ивету Либерману, тем более, да. Преподавался. Почему? Потому что евреи были на стыке культур, были переводы и
арабских классиков медицины и античных классиков медицины. Ну и сами немало иудеи занимались медициной. И Рамбам. И это был язык, на котором было больше всего литературы. А студенты даже в Средневековье, удивимся, занимались по письму и по учебным пособиям. А не по сказкам, сколько чертей на острие иглы. Это тоже один из мифов, значит, советских идеологем, да, что как бы вот религия мрак, сколько чертей скачут на острие иглы. Нет, ну были врачи, были архитекторы не слабые, здания строили не слабые люди, учились на письме, да, без компьютера. Вот. Одним словом, никто ничего не возрождал. Древнееврейский язык начал все больше и больше входить в обиход по мере того, как разные общины, средства коммуникации улучшались, пароходы идут по морю, там и телеграф, там и то-то, им все люди приезжают. И на Святой Земле начал входить в обиход. Начал входить в обиход сионисты, именно Российской империи, этнические националисты во всю катушку. То есть Герцель предлагал евреям Западной Европы сбежать от своей проклятой ближневосточной морды и завести Юденштадт, где все будут говорить по-немецки, а раввинов запнут в синагогах. Что с ними дальше будут делать, это уже нам рассказали нацисты, идеологические преемники российского антисемитизма, собственно. Вот этих, значит, коренных немецкоязычных сионистов. Дойдем до этого скоро. Вот. А эти были конкретно этнические националисты. Они любили всякое свое родное и сказали, мы вот это сделаем. Ну, понятно, в секулярных рамках. И придумали миф о возрождении иврита. Мы читаем все, что писали раввины и другие интересные люди на нашем древнееврейском языке, и всякий, кто с ним знаком, а всякий верующий иудей обязан знать древнееврейский язык. Чтобы изучать Тору, чтобы молиться, чтобы понимать молитвы. Обязан знать. Не значит, если не знает, он не должен молиться или изучать на понятном языке, но стараться знать. Вот. И мы читаем то, что писали в средние века. Не только и поэзия прекрасная, и всяческие другие, да те же, значит, и медицинские труды. Ну, кому же интересно. Был военачальник, ну, командующий Генштабом на современном языке, мусульманского государства Гренады в ходе реконкисты. Шмуэл Нагид была выдающаяся личность и политическая своего времени, военачальник не слабый, но все-таки командующий войсками целого государства. И он был значительный ученый Торы, и он был поэт и писатель. И он на древнееврейском языке нам оставил то, что он писал, и на арабском, конечно. Вот. Родной язык бытовой, конечно, у него был арабский. Можно не сомневаться, что и, значит, там, Кастильский он знал, конечно, тоже. Одним словом, все приписали себе, то, что им не принадлежит. Обгадили и опоганили. Советские идеологемы не очень вдавались в то, что было до сионизма. Хотя пильным воком тот, кого интересовала как бы история и реальность иудейского народа, мог увидеть в советских источниках много полезного. Но оно было настолько лежало под этими клише всеми этим. Например, в детской энциклопедия, какие все-таки были интеллигентные дети в Советском Союзе. О государствах мира была статья о государстве Израиль. Там была фотография женских военных частей, таким крупным планом на параде. Такое очень амбивалентное чувство у меня эта фотография вызывала. Ну, то есть, с одной стороны, там такие красивые знойные еврейки были. И, кстати, по тем временам, но это уже 60 лет назад, даже так довольно в скромных юбках таких, не в каких-то там гендерастических одеяниях. А с другой стороны, женские военные части, ну, это, грубо говоря, в общем-то, звучит довольно-таки по-фашистски, да. Ну, что значит женские военные части? Военные части женщин, да. Вот. Женщины могут служить войску, как свободные граждане, могут войску служить и в азербайджанской армии, значит, там женщины служили с самого начала конфликта 90-е годы, и сегодня есть там они. Передачи интересные дают. Ну, такие вполне, так самое, скромные, значит, мусульманские женщины, азербайджанские приличные. Никому не придет в голову, значит, набирать воинскую часть, специально женщины в войско.
немножко изумило. И там говорилось о политических партиях. О политических партиях. И поминалось позиции ортодоксальной партии Агудат Исраэль содержатся элементы протеста против сионистской авантюры. Вот, была такая фраза. Позиции ортодоксальной партии Агудаты, ну, по сей день это как бы партия ортодоксальных евреев. Она, кстати, здорово сионизировалась с тех пор, на прошедших 60 лет. Содержатся элементы протеста против сионистской авантюры. В общем-то, можно было как бы там немножко понять, что к чему, но для этого надо знать все, что вокруг, а что можно. А вот уже после того, как была свергнута официальная советская идеология, тут же, как народ обычно что, меняет плюсы на минусы, и в интеллектуальном продвижении мало что продвигается. И видят, что то, что сменили, как-то все-таки ближе было к интеллигентному восприятию мира намного, чем то, что, на что меняют. И все, что связано с государством Израиля и сионизмом, победившем российском, значит, либерастизме, устами таких кадров, как, значит, Болин там, или это Латынина там, это туда и в Диком Востоке гей-парады, там все это. Болин был первый, значит, посол в Израиле российский, он описывает, как, значит, они принимают в гостях, Арик Шарон принимает у себя на ферме, значит, там это самое, диких кабанов, значит, они там наполевали, живут кабанов, дать, и вот по иудейской религии нельзя есть свинину, но жизнь берет свое. Так по всяким авраамическим религиям всякое разное нельзя. И, то есть, это вот какие-то есть духовные императивы, и жизнь всегда берет свое, откинуть их нафиг. Ну, когда откидывают духовные императивы Уголовного кодекса нафиг, да, тогда вот уже про это не будешь писать с воодушевлением. Хотя для самого уголовного мира, ну, все отлично, мы правильно, у нас понятия, мы братки, а те все вот. Но это нет. А вот какие-то другие духовные императивы, которые какие-то традиционные ценности устанавливают в обществе, да, преемственности, брака, семьи, на них всегда можно сказать, жизнь берет свое. Не хотелки людей, которые не приемлют духовные императивы в принципе, берут свое у этих людей, а жизнь берет свое. Да не мы такие, жизнь заставила, да, как, значит, любимая тема, значит, это будни криминального мира, значит, это самое, 90-х годов в России. Ну, как-то мне попалось такое сочинение, чтобы знать, что происходит на бывшей большой родине. Я это прочитал от корки до корки. Урки собрались опускать, значит, пацана юного, который туда попал, и они ему говорят, да, мы тоже когда-то девок любили, но вот жизнь заставила, типа, так что мы тебя сейчас будем. Вот, ну все, можно сказать, жизнь берет свое. Спаси Господи, помилуй. Так вот, сменили парадигму, все, что связано с государством Израиль, и сионизмом стало хорошо у российской либерастии.